Сегодня вдвоем на улице, друзья. Всем привет. Маша, он занимается уборкой. У нас, как уже в курсе, наверное, что дрова не влезают, дровяник в поленницу. И здесь будем место. Надо вот этот мусор убрать, чтобы под мусором этот снег растаял побыстрее. И здесь такой, прямо во дворе там и сложим дрова, дровяник такой, временно. Вот. Маша пока этим занимается. Как обычно, у нас здесь такие большие лужи. Здесь грязно, вот хоздвор такой у нас. Каждую весну так. То, что снега еще очень много. Очень много еще снега. Вот. Маша, привет. Да, всем привет. Погода хорошая пока. Вот и занимаемся уборкой. А потом сказали опять дожди, снег. Так что у нас где сухо, вот начала немножко убирать. Да? Все хорошо. А слушай, ты малышку-то нашла, нет? Дома, да. Мы утром малышку потеряли. Пришла такая черная, чумазая вещь. Это самое, где-то, наверное, в грязи валялся. Потом пропал. Искали и нашли. А потом вот пришел, оказывается. Умку выпустили где-то, не знаю, куда убежала. Умка где-то бегает у нас. Здесь. Умка. Куда убежала? Лох. Вот она. Гуляет. Сейчас спокойная она. Вроде бы успокоилась от стресса. Далеко не отходит от дома. Всегда с нами. Вот. Кто-то говорил, там она сама убежала. Никуда она не убежала. Это только она на машину залезла, вот ее увезли рыбаки. Не местные. А местные у нас так не делают никогда. Он, Маша помогает там. Бегает. Раздолье ей тоже. Грязнуля, конечно. Но домой сейчас ее не пускаем. Она вообще ужасная грязнуля. О. Что-то ищет постоянно, да, Маша? Постоянно. Кружит. Ну, сейчас спокойнее, да, ведь? Сейчас спокойнее. Да, действительно, сегодня прекрасный день. Прекрасная солнечная погода. Вообще класс. И по прогнозу один из крайних дней. Потом впереди намечается там даже дожди, даже снег с дождем. Вот. И грех, конечно, не использовать этот день. Маша вон вышла там убирать во дворе, убираться начинать. Ну, хотя все еще влажно и грязно. Ну, уже потом все равно не терпится. Надо начинать убираться, приводить двор в порядок. Вот. А я вот на прошлом видео не добрался я до своего мостика, конечно, на этом. Но у меня теперь есть, друзья, квадрокоптер, и вот отлично полетал. Вот посмотрите, как там здорово, красиво все. Очень прям... Ну, там у нас, если честно скажем, зима еще. Лед стоит на озере, хоть выезжай и рыбачь. Ну, конечно, это уже с моей техникой туда не выехать, он уже гнилой. Но если осторожненько пешком, там смелые люди рыбачат. Вот. И еще слетал сегодня, как вышел, сразу слетал на речку, посмотрел речку тоже. Речка, ну, по прямой, в принципе, недалеко от моего дома. Ну, благодаря вот опять же этому квадрокоптеру, да, мне очень удобно. Захотел посмотреть речку, как она себя там ведет, как лед или уже там есть подвижки какие-нибудь, нет. Запросто поднялся квадрокоптером, полетал, посмотрел, заодно свое село, сам посмотрю и вам покажу. Очень удобная штука оказалась. Вот стоит лед. На реке еще тоже
река еще стоит. Но сказали, что уже и по телевизору показывали, в южных регионах у нас, в Коми, уже лед как бы тронулся, уже местами где-то и понтонные переправы разрушил, не успели как-то там вовремя убрать, что ли, ну, показывали по телевизору. И все, дело времени, если вот теплая будет погода, конечно, это и у нас тоже. Были времена, обычно лед у нас в начале мая, где-то с 1 по 6 где-то уходит, да? Ну, это классический вариант. Но бывают годы, где и в апреле 30 градусов жары бывает. Это редкость, конечно, но бывает такое. Вот. Ну, а пока, я не знаю, где-то в каком-то 16 году, что ли, тоже в 2016, в апреле, по-моему, лед уходил. А пока так вот, друзья, выглядит село. Это уже основная Нившира такая, красивенькая. Вообще, все. Полетаю, посмотрю немножко, кадры вставлю вам тоже. И, конечно же, ждем лета. Ждем, что все, вот это деревья, трава, огороды, чтобы все это зазеленело. И, конечно же, совсем другие виды будут. Речка откроется. У меня мечта вот снять ледоход. Я не знаю, получится у меня это сделать или нет. Потому что все-таки я вот долетел до речки от дома, да, и связь теряется уже. Хотя был на высоте где-то всего 50 метров. Если я ниже опущусь, то уже теряется. А мне хочется, чтобы где-то в метрах 3 от воды, 2-3 от воды, где когда идет этот ледоход такой шумный, он прям вот такой, все шумит, там бурлит, это хочется заснять. Очень хочется. Не знаю, получится, конечно, у меня или нет. Обещать не обещаю, но у меня в планах есть. Вот. Надо уже, чтобы поля от снега очистились, потому что в поля тоже еще, в полях очень много еще снега. Первых птиц видел, к сожалению, не успел поднять квадрокоптер. Я хотел, я слышу, вот вчера, наверное, да, вышел тоже на улицу, смотрю, слышу, вернее, одинокий журавль курлычет, наверное, потерял свою пару, ищет он эту пару, курлычет, да. Я отвлекся на него, даже, наверное, и ничего толком не смог я заснять, просто вслепую навел камеру, потому что на экране дисплея от солнечного света не было видно этого журавля, но звук слышен был. И потом, пока я на этого журавля отвлекался, смотрю, 5 лебедей летят, ну, не кричат, и самое главное, низко летят, метров, наверное, 70 всего, поднялись и летят. Уставшие, наверное, поэтому спустились, так-то они в такую солнечную ясную погоду высоко летят, а тут оказалось низко. Наверное, уставшие и ищут место для посадки. Ну, и поля даже еще в снегу. Ну, дальше на север улетели. Ну, если бы был поднят квадрокоптер, конечно же, можно было бы немножко поснимать их. Поснимать именно в полете, и как вариант. Ну, хотя бы там попытаться что-нибудь снять. Вот этот квадрокоптер дает очень много возможностей, конечно, для меня. Просто надо мне научиться еще. И руки свои заодно, кстати, да, заодно и руки тренирует этот квадрокоптер. Все великолепная штука, лично для меня. Ну и, собственно говоря, если будут моменты у меня такие, конечно, я тоже буду с вами делиться этими классными моментами, вот, особенно летом. А на данный момент просто сижу на участке и принимаю солнечную ванну. У меня уже и нос вчера, наверное, или позавчера обгорел. Нос большой, вот он обгорает. Все четко, друзья, все. И весна к нам тоже пришла. Вот. Где-то Умка убежала, не остановилась даже. Просто. Но сейчас она спокойно ведет себя. Очень даже хорошо. А на огороде, видите, у нас еще даже грозюка. Снега еще много. Там даже
Ну, полная грязь еще, если честно сказать. Там нечего делать. Он у нас Айда. Она на привязи. Это родительская собака, не пускаем. Умка где-то там. Они не дружат с Умкой. Умка на свободе. Вот она, наверное, подошла к Айде и не очень ей нравится. Ну, день солнечный вообще, шикарно, друзья. И думаю, если такими темпами, то, конечно, будет быстро, весна быстро наступит. Вот. Подходила к Айде Умка и сейчас ушла от Айды. Из грядок только клубника вон там, чеснок укрытый. Ну, надеюсь, не замерз, конечно. Съездим, друзья, к Маше. У меня так тут еще все очень-очень грязненько. Очень, можно сказать, даже очень грязно. По большому счету, и здесь ездить только, ну, нельзя ездить, портить. Вот двор портится. Видишь, от коляски даже следы остаются. По большому счету нельзя здесь ездить. Надо, чтобы высохла земля. Поэтому только потом уже только нужно ездить. Вот. Не терпится же, друзья. Как же потом? Как же потом? Дрова еще так и не занесли, потому что здесь, если еще сейчас будем заносить на машине дрова, то будет капец этой дороги. Вот. Вон Маша убирается, все еще там. Сейчас подойдем к ней. Взяла и собак. Птички слышно даже, мало слышно, как птички поют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грязюка такая. Такая кучу уже собрала. А потом снег подтает и снова еще будет убирать, чтобы потом уже эти столбы поставить, и между столбами вот здесь между столбами уже потом эти дрова сложить. Ну, временно, конечно, на лето, пока дровяник не опустошится. Летом мало совсем дров используют. В эту зиму почему-то очень мало дров Маша использовали. Давайте. Теплая зима была. Аж туда трактор, когда вызывали, чтобы снег чистить, и до земли аж прям взял, и видишь, все траву, все это, все туда напихал, как говорится, это тракторист. Вот. Сейчас приходится это все убрать. Ну, Маша пока этим занимается. Ну, это только первые звоночки. Это уборка еще, основная уборка еще впереди, конечно. Мощная, и очень много надо убираться.
на той стороне предварительно закончили. Там очень много еще. Надо, чтобы снова потом растаяло. И вот Маша сюда перешла потом. Сюда перешла, и вот здесь возле дома будет. Напротив солнца снимаю, друзья. Но извините меня за это. Надо вот здесь прибраться. Здесь уже, видите, еще сухо. Сухая трава такая. Это все надо убрать. И еще надо вот землю привезти, одну телегу. Простую землю вместе с перемешкой с торфа. Сюда вроде Маша клумбу хочет сделать, да, возле дороги. Пока забор менять не будем, но со временем тоже надо и забор этот поменять уже. Вот. Вот такие дела у нас. Заботы. Отдохни. Устала, да? Спотела, наверное, жарко, да? Тело не устала. Да. Тепло. Надо было кофту, какую жилетку надо было надеть, а не эту куртку. Ну, вот немножко показал нашим зрителям наше село, как выглядит. Наша речка. Еще лед стоит, еще там до мостика слетал на квадрокоптере. И показал еще Маша, чем занимается. Уборкой. Сейчас этого добра у нас хватает, да? Вот. Ну, вот, погода сухая, да. Почему-то здесь в этом году очень быстро все растаяло. Наверное, снега мало было в этом году. Вот. Так-то в апреле еще не начинал никогда убирать. Ну да, у нас майские, после майских Да. праздников всегда убираем. Так в этом году, что вот так тепло, что вот это. Старались всегда, чтобы к 9 там немножко прибраться уже, да. Вот так. Сейчас что-то вот очень рано у нас. Ну, видите, погода какая теплая, хорошая. Ну вот так, друзья, заканчиваем это короткое видео. Всем пока. Вот такие небольшие обзоры, деревенские заметки с северной деревни. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. И до новых рассветов. Вот. Сегодня Маша далеко сидит, может плохо и слышно Машу. Птичка еще запела, да? Я целый день сегодня ждал, когда успею птичку там какую-нибудь заснять. Ничего не получилось заснять. Все куда-то птичку убежали. Ладно, все. Пока, друзья.